Путин ставит рекорды и накрывает Украину плотным огнем. Мы нашли ответ на вопрос, зачем ему это. 5-килотонный позор военно-морским силам. Что случилось и кто поплатится за это головой? До нового российского наступления остались считанные дни. На когда оно назначено? Известное издание может попасть на крупную сумму и в грандиозный скандал за статью с обвинениями. Ложь, кликбейт или реальный скандал? Миллиардеры выгорают добровольно или по приказу, что скрывает тихая чистка элит. 2 марша конкурентов одновременно, провокация или план. Это и многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Новые рекорды кровожадности. Ночной ад. Россия обрушила на Украину рекордный шквал из нескольких сотен дронов и почти сотни ракет. Масштабный налет стал самым мощным за все время войны. Цель — парализовать страну, сломать волю к сопротивлению и навязать свои условия на переговорах. Известно, что Россия атаковала Украину, использовав 298 дронов «Камикадзе», и это рекордная цифра. Предыдущий максимум был 273, и был он сравнительно недавно, 18 мая. 69 ракет летели в Украину, 9 баллистических «Искандеров», 55 крылатых Х-101 и «Калибр», Х-22, Х-59-69. В общем, все, что нашлось на складе, все было запущено. Мы малой крови у меня вот окно вылетело здесь, там, такое, как говорится. Я считаю, это мелочи, а люди, конечно, которые погибли, это беда. Погибли 12 человек, 60 раненых, об этом отчитываются в МВД страны. По регионам в этот раз тоже очень широкий размах. Не только Киев, Харьков и Одесса, но и Житомир, Сумы, Тернополь, Николаев и Хмельницкая область. Гром грянет летом. Россия готовит новый масштабный удар по Украине, под угрозой еще 3 региона. Ситуация на фронте накаляется до предела. Эксперты считают, что Москва попытается оккупировать еще 3 области – Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Именно они станут следующими целями. Как пишет военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке, войне в Украине не видно конца. Начинается новая, куда более жесткая фаза конфликта. Военные эксперты считают, что переговоры – это отвлекающий маневр, чтобы на земле создавать новые проблемы для мирного процесса. Россия готовила это наступление еще во время так называемых мирных переговоров с Трампом, а теперь запускает его в действие. К тому же они научились вести дроновую войну, массово производили новые дроны и теперь собираются их применять по максимуму. Русские копируют тактику противоположной стороны и тем самым добиваются успеха. С тысячами новых дронов и средствами радиоэлектронной борьбы они теперь охотятся на украинскую логистику и каждый день десятками выводят ее из строя. Тем временем армия России после 3-месячной паузы возвращается в игру. Тысячи новых солдат на фронте, танки, гражданский транспорт, усиление авиации и, главное, дроны. Россия научилась вести беспилотную войну, массово их штампует и применяет для охоты на украинскую логистику, ежедневно уничтожая десятки целей. Об этом мы спросили военного эксперта, экс-спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева. Живая сила, которую противник готов уничтожать на поле боя в огромных количествах ради овладения новыми территориями Украины. Вторая составляющая – это активное использование на поле боя автомобильной приспособленной техники, а также мотоциклетной техники. Для чего? Для того, чтобы на максимальных скоростях преодолевать так называемую килл-зону. Зону, где активно действуют украинские дроны. Но продвижение противника в глубину Днепропетровской области будет сопряжено с огромными потерями и невозможностью наладить стабильную логистику для передовых штурмовых подразделений российской армии. Попытки противника создать буферную зону на севере Харьковской области, а также на территории Сумской области. Фактически с 10 мая минувшего года противник ведет активные наступательные действия на направлении на Липцы и в районе Волчанска.
Может ли за этот более чем год противник покрасоваться серьезным территориальным приобретением? Нет. Даже в некоторых местах украинская армия в рамках контрнаступательных действий смогла оттеснить противника ближе к государственной границе. Количество беспилотников, коварно напавших на вертолет Путина во время его поездки в Курскую область, увеличилось в 6 раз. Несколько дней назад, во время визита российского диктатора в недозахваченный регион, Минобороны заявляла о 6 беспилотниках, которые атаковали как раз, когда Путин туда приехал. Теперь это количество увеличилось. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Российское ПВО настолько профессиональное, что не может сбить даже легкую мишень. Защитники русского языка и российского неба атаковали свой собственный самолет, но не сбили. В сети появилось видео с отчаянными и восторженными комментариями жителей Твери, на которых видно, что ПВО работает по самолету. Там делают предположение, что этот самолет пассажирский. Позже в сети его классифицировали как Ту-160, который летел бомбить Украину, и его якобы сбили. Ебать, да нахуй самолет сбивает. А нахуй не по самолету хуярят. Да, по самолету наебашили, смотри, дымит уже. Но история с якобы сбитым Ту-160 оказалась совсем другой, но по-своему шокирующей. Российские зенитчики действительно открыли огонь по собственному самолету в небе над Тверью. По данным Defense Express, речь идет не о Ту-160, а о другом борте, вероятно, Ту-134 или Ту-154, принадлежащем ВКС РФ. Самолет вылетел с военного аэродрома Мигалово на окраине Твери. К сожалению, судя по опубликованному видео, по самолету стреляли, но не попали, и он смог уйти от дружеского огня. Позор на всю страну. Новый боевой корабль весом 5000 тонн рухнул в воду во время спуска со стапеля и завалился на бок, как дохлый кит. Ким Чен Ын в ярости, 3 ответственных арестовали, инженерам светят жесткие сроки, если вообще живы останутся. Позже северокорейские медиа попытались смягчить ситуацию, заявив, что разрушения незначительные. Но спутниковые снимки Maxar Technologies говорят о другом. Корабль накрыт синим брезентом и лежит на боку у верфи Чонджин. Эксперты уверены, восстановить судно к июньскому заседанию партии, как того требует Ким, нереально. Техника у КНДР на уровне прошлого века, а отремонтировать такой гигант – задача фантастическая. Даже не ясно, есть ли у корабля моторы. Фото двигателей в движении северокорейские госмедиа никогда не публиковали. Сегодня в Варшаве накал страстей. В центре города пройдут 2 больших марша почти в одно и то же время. С одной стороны, большой марш патриотов, который организовал Рафал Трzaskowski. С другой, марш за Польшу от сторонников короля Навродского. Кандидаты в президенты перед вторым туром проводят митинги одновременно, что означает, общее напряжение будет расти. Центр польской столицы перекрыт, общественный транспорт едет в объезд, предвыборная борьба продолжается. Но вот накануне кандидат, вышедший во второй тур по совместительству мэр столицы, наведался в бар к кандидату, который занял 3-е место. Не просто наведался, а захватил с собой министра иностранных дел. Видимо, именно так выглядит борьба за электорат. Но подписать декларацию об отказе вступления Украины в НАТО, которую как раз Славомир Менцен и инициировал, Рафал Трzaskowski не захотел. Совместное политическое пиво ярко разошлось по соцсетям. Давайте вместе придумаем название этому действу. Пишите его в комментариях. Амазонское племя Маруба бросило вызов мировой прессе и подало в суд на New York Times, обвиняя издание в разрушении их репутации. По их словам, публикация New York Times превратила их в посмешище, выставив зависимыми от порнографии и неспособными справляться с доступом к интернету, мол, дикари из джунглей не выдержали соблазнов цивилизации. В центре скандала статья о том, как подключение племени к Starlink от Илона Маска якобы привело к тому, что молодежь Маруба погрязла в порнографии и агрессивных видеоиграх. В тексте говорилось, что подростки не отрываются от экранов.
Племя утверждает, что статья разожгла глобальную волну насмешек и унизительных заголовков, где, например, звучали утверждения, будто бы Маруба стали порнозависимыми. Теперь они требуют $180 миллионов компенсации за непоправимый урон репутации и угрозу безопасности. Нью-Йорк Таймс отреагировала на скандал спустя неделю после публикации и заявили, что они не утверждали, будто племя стало зависимым, и что их статья — это рассказ о плюсах и минусах цифровизации в удаленных районах. Но адвокаты племени считают иначе. Они обратились в суд и говорят, что материал «Нью-Йорк Таймс» выставил Маруба как беспомощную и деградирующую общину, ну а затем эта ложь была раздута другими медиа. Как выглядит «сгорел на работе по-миллиардерски». Илон Маск устал играть в политику и снова переключается на космос и технологии. После провального года, когда акции Tesla рухнули и он потерял почти $135 миллиардов, Маск, как сообщают его советники для Washington Post, возвращается к своим старым одержимостям – Марсу и беспилотникам. Напомню, еще год назад он поддерживал Трампа, раздавал заявления о жизни и смерти страны, а в итоге завяз в политических атаках, потерял кучу денег и стал мишенью критики со всех сторон. Теперь Маск снова говорит о ракетах, звездах и будущем человечества. Завершился масштабный обмен пленными между Украиной и оккупантами. Третья часть обмена 1000 на 1000 выполнена. Домой вернулись 303 украинских защитника. Многие из них провели в плену почти 3 года с 2022-го. Это бойцы, воевавшие в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Среди них 70 защитников Мариуполя. Интересный момент. Фотографам удалось заснять массовое избавление от лукашенковских подарков. Продуктовых наборов и тюремных роб. Все полетело в один мусорник. Дело в том, что обмен происходил именно на украинско-белорусской границе. И Лукашенко, конечно же, приготовил подарки, так называемые, каждому из военнопленных. Обмен, который удалось согласовать в Турции, стал самым масштабным за все время войны. Напомним, накануне Сергей Лавров заявлял, что Россия готова передать Украине проект мирного меморандума только после завершения обмена пленными. Что же будет дальше? Мир или новая эскалация, покажет ближайшее время. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.